предотвратить чрезвычайную ситуацию, сократить потери и ущерб от этого, ликвидировать последствия. Оказание помощи пострадавшим от стихийных бедствий и аварий, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей в горах и на водных объектах, оказание гуманитарной помощи в зонах боевых действий. Это лишь некоторая часть работы спасательного ведомства. Здравствуйте! В пресс-центре АГТРК пресс-конференция министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Льва Константиновича Фициния. Здравствуйте, Лев Константинович. Здравствуйте, дорогие коллеги. Пожалуй, начнем с предварительных итогов курортного сезона, если их уже можно подводить. Вот ситуация в горах и на море. Сводки новостей пестрят устрашающими заголовками. Утонул, упал с обрыва, там, оступился и разбился насмерть. Вот все знают, что вы незамедлительно реагируете на вот подобные происшествия, но хотелось бы знать, почему так происходит и кто несет ответственность за вот это все. Однозначно ответить, кто несет ответственность, это сложно. Дело в том, что если вот в сравнении с предыдущими годами, в этом году, слава богу, более-менее стабильно, несмотря на то, что получаем информацию, есть и погибшие и так далее, и на море, и в горах. Но, тем не менее, статистика показывает, что есть изменения в лучшую сторону. Так, например, если говорить о отдыхающих, безусловно, в этом году мы даже удивлялись, что вот погибших, утонувших на море было очень мало. Вот, за весь период было всего 2 человека, но вот за последние 3-4 дня, к сожалению, у нас вот подряд сегодня, вчера, позавчера найдены утонувшие, которых пока личность устанавливается. Но надо отметить, что и культура поведения отдыхающих тоже меняется. Вот, были случаи, когда в предыдущие года, когда и 14 человек, и 18 человек, если говорить уже о море, то утонувших было гораздо больше, число утонувших. Ну и то же самое могу сказать и в горах. Раньше не учитывалась возможность регистрации, и мы не могли знать, какая группа, где находится. Они не сообщали нам, и не было никакой регистрации, и нам было сложно, конечно, их найти в случае чрезвычайных ситуаций, в случае по их организации, их поиска. Но все это меняется. Ну, получается, если вот сейчас группа туристов собирается в горы, с гидом вы уже об этом уведомлены, да? О месте их нахождения? В основном, да. Сейчас это очень строго, это контролируется, потому что были случаи, гиды, которые, если это можно так назвать, самозванцами, да, они сами по интернету, по другим связям находили группу, совершенно не владея ситуацией, организовывали разные маршруты, о которых мы вообще не знали. И, конечно, иногда все это заканчивалось плачевно. Вот. Сейчас, в этом году, такой группы вообще ни одной группы не замечено. Во всяком случае, такой информации мы не имеем. И поэтому и количество пострадавших, погибших, скажем так, гораздо меньше. Вот. Я могу просто, если цифры назвать, вообще за вот эти 8 месяцев реагирования на чрезвычайные ситуации, ну, скажем так, по сигнал о чрезвычайных ситуациях поступило 2500. Зачастую туристы не знают, как себя вести в горах, как донести до населения, до гостей республики, вот как себя вести в горах. Вот информационную работу вы проводите или это как происходит? Ну, здесь взаимодействие с туризмом мы проводим, безусловно, предварительно руководителям группы разъясняем, мы знаем, какой у них маршрут,
сколько людей, что они в горах должны иметь с собой, в случае неординарных случаев, как они должны себя вести, что они должны делать, что первое необходимо и так далее, и так далее. Почему количество, вот я подчеркивал, что ситуация улучшилась. Мы в этом году, во всяком случае, не столкнулись с какой-то группой, которой бы мы не знали, где они находятся, по какому маршруту. Мы все это знаем, отслеживаем, есть связь определенная. Если они должны выйти, допустим, там определенное число, ну, там, они должны нам сообщить, что все у них нормально, и вовремя выходят на связь. То есть все это контролируется, и поэтому с туристами особо в этом году таких проблем не было. Ну, с туристами понятно, они, наверное, не знают зачастую, как себя вести в горах, и вот этот инструктаж им поможет, да, выжить, как, так скажем. Но с местным населением несчастные случаи бывают и с теми, кто хорошо знает горы и местность. С местными как раз-таки сложнее. Сложнее, потому что охотники, ну, у нас и нет закона, вот, чтобы вышли на охоту, они зарегистрировались. Такое у нас не практикуется. Порой информацию получаем, когда вот уже близкие, родственники, вот охотники, они должны были уже вернуться, а их нету, тогда бьют тревогу, и мы начинаем организовывать поиски. Да, в этом плане сложно. Ну, во-первых, не до конца, на мой взгляд, выработан механизм той же самой охоты. Это уже отдельная тема, и хотим мы этого, не хотим, мы к этому должны будем вернуться, и мы будем знать, где, какие охотники, какая группа находится. Тогда и для них, и для нас это было бы очень полезно и более-менее безопасно, потому что большую роль играет время, пока нам сообщат, пока мы соберемся, пока организуем поиски. Это все-таки жизнь человека зависит там на минуты. Поэтому я надеюсь, что в этом направлении будет проводиться работа, и мы найдем выход из этой ситуации. Ну, чтобы минимизировать риски, да, Да, получается? безусловно. Природные возгорания и пожары в частном секторе. Хотелось бы об этом поговорить, потому что очень часто горят леса, да, и вы боретесь с этой стихией. Но перед природой мы бессильны, правильно? Так же говорят. Но как часто жара является причиной этих пожаров? Вот экстремальная жара, как говорят. Или это все-таки человеческий фактор? В основном, к великому сожалению, это человеческий фактор. При температуре плюс 30, ну даже 40, не может быть, чтобы самозагорание. Это очень редко. Таких случаев мало. Вот за 40 тогда уже, может быть, я согласен, что это вот именно от жары и от высокой температуры. А так неосторожное обращение с огнем. Это вот мы всегда говорим, что вот особенно когда люди готовятся к посевным, убирают там свои приусадебные участки, или же просто поджигают для того, чтобы пошла вегетация и так далее, и так далее. Но порой не учитывая то, что это пагубно для растения. И вот мы, к великому сожалению, видим эту картину даже, вот проезжая восточную часть, если ехать в сторону Очимчири, да, вот район Кинки и так далее. Все это человеческий фактор. Вот. Мы говорим и в этом плане и МВД, и главы администрации совместно делаем все возможное, но пока, во-первых, и даже нет такого закона, как привлечь их к ответственности. Наверное, мы в дальнейшем придем к тому, что любой человек в любом месте может себе там сделать костер, при этом не убрать и не потушив этот же костер, и просто забросить, и так могут разойтись. А это вот последствия того, что возникновение там крупных пожаров. Поэтому эти моменты, наверное, все-таки придется дорабатывать. И я думаю, что
будут приняты какие-то меры, как закон непосредственно, чтобы обязать людей, и чтобы они чувствовали ответственность. Ну, получается, сейчас никаких рычагов воздействия на, так скажем, вот зачинщика вот этих пожаров, да? Ну, оставили костер и ушли, то есть не несут никакой ответственности, а ущерб от этого колоссальный. Получается, и штрафов нет, и никак невозможно наказать, да, виновных? Практически я с вами согласен, да, нет тут никаких рычагов. И люди должны понимать, что этого нельзя допускать, и в принципе они сами, да, иногда бывают случаи, что возле, где приусадебный участок недалеко от жилого сектора, и потом определенная угроза населению и так далее, и так далее. Вот. Ну, иногда кажется, что ну, если вот здесь поджечь что-то там, и быстро можно будет погасить пламя и так далее, и так далее. А это не все так просто. Распространение огня зависит от многих факторов. Вот ветер, и потом уже, если ветер поднимется, то уже очень будет сложно приостановить этот даже маленький очаг, потому что может пойти верховой пожар, и это уже И очень быстро распространяется. Да, это очень быстро распространяется. К великому сожалению, были такие случаи. Ну, в любом случае, с огнем всегда надо быть осторожным. Ну, про природные пожары, понятный частный сектор. Вот как обстоят дела, стало больше, меньше. По сравнению, опять-таки, с предыдущими годами, условия жизни улучшаются. Поэтому, если раньше в основном это было связано с электропроводкой и так далее, там, в зимнее время это с электропечи там разного, самодельные, да, скажем, которые не по ГОСТу включали и относились как-то к этому, ну, скажем так, халатно, то сейчас, в последнее время, многие поменяли электропроводку. Мы работаем в этом направлении, говорим, что самодельные печки нельзя включать и так далее. К великому сожалению, много было случаев, которые вопиющие, которые сложно, даже иногда тяжело вспоминать, но все это население это видит и стараются сейчас отнестись к этому очень серьезно. А много пострадавших, погибших в пожарах, вот частный сектор имею в виду. Есть такая статистика? Ну, в этом году 6 человек погибло. Вот. А было бы гораздо больше. Но все-таки сама ситуация вынуждает быть более собранным и более ответственным. Илана Казыма, медиаклуб «Апснехя». Лев Константинович, как мы знаем, вы также являетесь спецпредставителем президента по взаимодействию с новыми регионами Российской Федерации. Расскажите, пожалуйста, о вот этой деятельности, какие конкретные задачи перед вами поставлены главой государства, как осуществляется это взаимодействие и, если можно, немного о вот гуманитарной помощи, которую вы стабильно оказываете регионам. Наша служба еще с 2014 года, когда в Донецк, Луганск, на тот период началась, скажем так, война, потому что по-другому это невозможно было назвать, потому что я помню в 2014 году, как бомбили, не то что бомбили, как прилетали снаряды в мирное население, как гибли люди, и как они, бросая все, только кто успел взять личные какие-то вещи, документы, многие были даже и без документов, уходили и искали где-нибудь убежище, где временно были открыты лагеря на границе с Ростовской областью. Мы сразу отреагировали на это. Мы одни из первых, которые поехали туда. Я говорю одни из первых, потому что
Возможности у нас, безусловно, скромные, но тем не менее мы делали все возможное. Вот. Мы договаривались с пограничниками, со всеми соответствующими службами, чтобы даже с украинскими паспортами привозили сюда, в Абхазию. Все это мы фиксировали, а потом прошло определенное время. Это вот какой-то короткий период, а потом уже требования изменились, более начали требовать соответствующие документы и так далее, и так далее. Но я могу смело сказать, что с тех пор мы всегда взаимодействуем. Теперь новые регионы, Запорожье, Харьков, Донецк, Луганск, мы там постоянно с руководством на связи. И потом уже, когда начала специальная военная операция, тогда уже более вплотную начали с ними сотрудничать. Дело в том, что вы же прекрасно понимаете, много добровольцев из нашей страны, из Республики Абхазия. Бригада, сейчас дикая дивизия, пятнашка, которые знает, наверное, везде и всюду про них говорят. Это ребята, которые добровольно пошли защищать русский мир, и на Донбассе они себя проявили достойно и по сей день. К великому сожалению, эта война, она не может быть без последствий. На сегодняшний день это тоже неточные цифры, свыше 47 человек погибших. Вот. Мы сразу взяли на себя доставку тел погибших. Мы на это реагируем очень быстро, оперативно. Вот. К великому сожалению, и по сей день это продолжается. За этот период мы вывезли свыше 27 погибших. Дело в том, что не только те, кто служит именно в пятнашке, выходцев из Абхазии, которые призвались, допустим, с России, с разных городов. Вот. Мы стараемся все это держать на контроле, стараемся общаться с родителями и делать все возможное. Вопросы возникают разного характера. Иногда бывают нестыковки в документациях. Бывает, что наши бойцы, которые служили, числятся в одном подразделении, а воюют в другом подразделении. Это вот определенная путаница была, и это не по вине, скажем, там, наших бойцов, они не всегда все именно по букве закона, скажем так. Ну, они добровольцы, и они всегда держатся друг за друга, и тогда им и легче выполнять задачи, и друг друга поддерживают и так далее. Ну и многие вопросы, которыми надо заниматься, еще не доработано, потому что сейчас все передано именно военным. Военные, у них другие правила, очень строгие, и поэтому есть моменты, с которыми надо работать. Если говорить о гуманитарной операции, да, значит, с 22 года по сей день, ну, вот мы в 2022 году мы повезли около 200 тонн груза. Но мы же понимаем, здесь таких производственных заводов, фабрик, скажем, нет. В основном это цитрусы, воды из Абхазии, продукты питания, не то, что производят в республике. Мы собрали в 2022 году 200 тонн груза, в 2023 80 тонн груза. В этом году 10 тонн мы отвезли вот
Курскую область, когда только-только все началось. И, во-первых, вот эти 10 тонн не хотел себя назвать. И один из наших бизнесменов, молодой парень, взял на себя, говорит, я плачу все расходы, связанные даже с транспортировкой и так далее. Сейчас готовимся к очередной партии. У нас есть спецсчет МЧС, которым одобрено руководством страны, что туда можно перечислять деньги. И на эти деньги мы покупаем продукты питания, воды, постельное белье и так далее, и так далее. Все, что необходимо для беженцев. Спецсчет, этот счет, он был у нас открытый, но надо было дополнительно взять разрешение, чтобы можно было пользоваться. Это дает возможность, это будет контролировать Министерство финансов, все передвижение этих денег. Те, кто оказывает непосредственно пассивную помощь, мы будем называть имена, фамилии, сумму, которую они дали для оказания гуманитарной помощи. Ну, если, скажем так, они будут согласны. Но, во всяком случае, для нас и для руководства страны все эти цифры, это данные тех людей, которые помогают, поддерживают, будет оно у нас в архиве. То есть, получается, любой желающий может оказать посильную помощь, да? Да, безусловно. На вот этот спецсчет. А где его можно будет посмотреть? Где вот эти цифры находятся? На сайте МЧС? Или как связаться, если человек хочет оказать помощь, например? Мы все это буквально позавчера я встречался с премьер-министром, потому что это надо, в первую очередь, должно быть согласование. Он это одобрил, и мы вот в ближайшее время будет на сайте висеть, и информацию будем давать, где, как можно связаться, куда можно перечислить и так далее. Есть ли у вас данные о тех, кто сейчас находится в зоне боевых действий? Я имею в виду жителей Абхазии. Вот какое количество ребят сейчас там? Точные такие данные мы не можем иметь, потому что выходцев из Абхазии туда призывают с разных регионов Российской Федерации. Те, кто сегодня находится, скажем так, на передовой, дикой дивизии сейчас, это та же самая пятнашка, да, мы количество свыше 50 человек, которые там находятся сегодня. То, что мы знаем именно, с кем мы встречаемся, с кем мы общаемся. А все остальное, цифры меняются, и мы не можем знать просто. Если, например, из регионов России, то это, получается, выходцев из Абхазии, их призывают, а отсюда едут на добровольческой основе, да, правильно? Да. Я правильно это понимаю? Да, они едут отсюда. Но они никак не регистрируются здесь, когда едут? Нет, не регистрируются, они едут по своему желанию, заключают контракты, и они уже обязаны выполнить условия контракта. Вот. Раньше это можно было приехать, там, заключить контракт с одним подразделением, а находиться там в другой подразделении. Вот в связи с этим были сложности, они сейчас остаются, поэтому мы не можем знать количество людей, которые там постоянно меняется, но сейчас я знаю точно, что если заключил контракт, уйти из этих условий контракта надо будет выполнять. Вот вы назвали количество погибших выходцев из Абхазии и занимаетесь доставкой тел сюда. Вот хотелось бы уточнить, потому что не всегда получается, я так понимаю, вовремя, да, и быстро это сделать, доставить тело родным. Ну вот с какими проблемами сталкиваетесь? Мы никогда не затягиваем этот процесс.
У нас машина, круглосуточное дежурство, у нас есть медицинское управление. А, к великому сожалению, для поездок, для того, чтобы в случае чего, если гибнут наши ребята, у нас есть отдельная машина, экипаж, и это будет 2 часа ночи, это будет 2 часа дня, без разницы. Круглосуточно мы оперативно выезжаем, мы не ждем ни командировочных, ни это. У нас готово все, имеется в виду бумажно, чтобы это же надо границу переезжать и так далее. Все это у нас налажено, но вы понимаете, когда люди теряют своих близких, родных, они не все понимают именно весь процесс. Они должны, к сожалению, погибшего сперва должны в морге подготовиться и так далее, оформление документов. И для того, чтобы транспортировать, вы же прекрасно понимаете, нужны соответствующие бумаги. Поэтому это процесс не быстрый. Сразу узнаем, сразу сообщают нам, что погиб тот или иной, ну, там, где наши ребята, они нам сообщают, мы уже заранее знаем, готовы, но иногда, к великому сожалению, с поля боя забрать погибшего очень сложно. Это, к этому вопросу мы не имеем никакого отношения, там занимаются военные, бойцы и так далее, и так далее. Но в любом случае этот процесс, даже после того, как они забрали в морг, пока вот это вот все оформление документов и так далее, конечно, родственники, близкие, они всегда нервничают, переживают. Мы практически на это не реагируем. Иногда бывает, что вот МЧС там не оказался, редко, очень редко такие вопросы поднимаются. Ну, высказывают, недавно я тоже слышал, я не читал, но вот не оказал ни содействия, там они нам отказали. Такое не бывает, так не может быть. Мы наоборот, если кто-то погиб, мы сразу начинаем искать родственников, близких и сразу говорим, мы рядом. Любое ваше пожелание, то, что в наших силах, вопросов нет. Мы порой иногда, в зависимости от ситуации, я сам лично еду, сопровождаю, потому что особенно летом дорога, пробки и так далее. Когда мы выезжаем на спецмашинах, к нам идут навстречу, нам освобождают дорогу. Ну, там свои нюансы. Поэтому я могу официально заявить, что таких моментов у нас не бывает и не может быть. Вообще, пользуясь случаем, хочу сказать, любой звонок, который поступает на дежурную часть, если даже это вопрос не касается нам, да, там разные проблемы у населения по разным вопросам, я всегда говорю, установка. Всегда не говорите слова «нет». Даже ваше присутствие рядом, если оперативно подъедут ребята, станут рядом, уже легче. И, наверное, народ не обманет, что вы та служба, которая реально делает свою работу. Хотелось бы пожелать вам, чтобы вы занимались профилактическими мероприятиями, а не ликвидацией уже случившихся чрезвычайных происшествий. Спасибо, на этом все. Спасибо вам большое.